родилась-то я, наверное, поскольку, когда я родилась, мы были уже соседями с Сабирова и Амытбаева. И вот у нас в бараке жили 3 семьи. Сабир Амытбаев с женой и сыном, вот мы, Кичубаевы, и Гомер Калинин тоже с семьей, с женой и 2 детьми. И вот уже вот осознавать где-то я начала, видимо, себя где-то в 3-4 года. Но это такие, очень такие вспышками воспоминания, вспышками какими-то. Помню, что Сабирабы с нами очень общался, что он очень любил детей. И мы с ним, с Сабирабой, с другими артистами, частенько во время гастролей, вот, у меня подружка Альбина Авзалова была, мы с ней ездили-то ведь на полуторке, как десантники, вот на этих, на скамеечках, вот так. Во время поездок очень часто с нами всякие приключения случались. Сабирабы с нами чаще всего не ездил, потому что он готовился к другим спектаклям. Он ведь не только был режиссером, но очень многие годы был директором театра. Поэтому он был и хозяйственником, и организатором всяких поездок вот этих вот по стране, по республике. Мы все вот эти вот татароязычные области, Пермский край, Свердловская область, Ульяновская область, Куйбышевская область, тогда Самарская область так называлась, мы ездили постоянно. Ну, по сути дела, вот я-то помню летние только гастроли, поскольку в основном-то меня в очень маленьком только состоянии возили, когда еще мама меня, наверное, грудью кормила. Это уж они рассказывали. Они там огромный овчинный тулуп, он очень теплый был. Они ребенка засовывали туда, к себе прижимали и ездили так по гастролям. Ну и с подружкой с моей также. И потом уже, когда я взрослой стала, очень интересный такой случай у нас был. На гастролях, это уже я сама помню, это, наверное, мне лет 5-6 уже было, когда мы ехали по Шугурскому, это теперь Лениногорский район называется, ехали, шел очень сильный дождь, потом этот дождь прекратился, и мы подъехали к переправе на на кузове машины мы все располагали. Все взрослые пешком перешли на ту сторону, около переправы, а мост был очень низкий, близко к воде, без перил даже. Наш водитель не решался переправиться через этот мост такой. А тут вдруг перед нами проехала такая женщина с запряженной лошадью, в телеге сидит, но милая, говорит, и переправилась на ту сторону. Видимо, наш водитель воодушевился этим переездом и тоже поехал. Ехал, а дорога-то была, тогда дорог почти не было, очень грязная дорога была. Машина как-то вот свернула и поехала не на мост, а мимо моста. И тут на том берегу уже родители все схватились за головы, испугались, побледнели. Там женщины чуть в обморок не упали. А мы тут в кузове были только дети, и с нами одна артистка молодая была. Ну и вот, ехала машина, прямо в воду ехала мимо моста. И когда уже передние колеса погрузились в воду, он наконец смог остановиться. Ну, может быть, там гравий был на дне, может быть, не так скользко было, я не знаю. Но машина остановилась. Тут бегом прибежали все наши, все взрослые прибежали, взяли детей, женщины пошли пешком, мужчины остались вытаскивать эту машину. И вечером, а вот дальше я уже не помню. Видимо, дальше уже обыденно было, как обычно. Там все артисты, между прочим, имели
эти дополнительные работы. Там специальных кассиров, специальных костюмеров, там, гладильщиц, никого не было. Все сами делали. У меня, к примеру, отец частенько был администратором вот этой поездки, вот данной поездки администратор. Он приходил к этому, к председателю колхоза, договаривался. У нас же колхозно-совхозный театр, но это не значит, что мы колхозами-совхозами были созданы. Это был государственный театр, колхозно-совхозный, то есть для обслуживания. Тогда политика была, что нужно обязательно поднимать уровень сельского населения до уровня городского, чтобы они смотрели спектакли. Сначала очень смешно смотрели. Там подключались к разговорам персонажей. Даже или кто-то там из артистов не очень занятый сидел и успокаивал. Это только спектакль, это не машите руками и все такое, не ругайтесь, не кричите. Вот. А другой, ну вот, я начала с того, что у меня отец администратором тогда работал вот в этой поездке, которую я помню. И он брал у председателя колхоза в долг мясо, другую, ну, еду всякую. А потом, после спектакля, когда уже все колхозники, там, жители села придут и расплатятся, вот на вырученные деньги уже отдавали долг этому председателю колхоза. Ну, наконец, вот вечером спектакль, все сделано, там люди ходили по скамейкам, места это приклеивали, потом ходили, кто-то из артистов там гладил костюмы, кто-то декорации, все мужчины все вместе устанавливали. И, в конце концов, вечером спектакль начинался, а спектакли шли на ура. Это ведь Сабирабы так от нашего театра требовал, что люди приходят за эмоциями. Они не приходят смотреть там какой-то интересный сюжет или что. Они должны получить эмоции. И артисты, и он это умел делать, потому что он же выпускник московского ГИТИСа. Перед этим он театральное училище закончил. Тогда назывался Восточный музыкальный техникум с театральным факультетом. Так вот, он выпускник, он и знал все законы театра, истории всех театров. Он прекрасно знал всех мировых драматургов. Это был очень образованный человек, очень образованный. И работал вот в небольшом городке Мензелинске. Но кроме того, он был настолько талантливый, что... Ну, в общем, он был гениальный человек, я так считаю. Он сумел создавать такие спектакли, что люди считали, и вот во всех областях, которые я перечислила раньше, все считали, что это самый лучший театр в мире. Они так считали. Потому что не то, что там они другого театра не видели, но дело в том, что это был действительно захватывающий, очень такой близкий по душе. И у нас свои драматурги, очень выращенные Сабир Мамытбаевым и нашим коллективом были. А Сабир Мамытбаев как раз получил, я сумбурно рассказываю, но это все мои, как говорится, быстрые воспоминания, получил как раз самую престижную премию имени Габдуллы Тукая именно за выращенного, за спектакль по пьесам, выращенного им драматурга Юнуса Аминова. Один спектакль «Тамарлар» и что-то память мне подала. Вот. За эти два спектакля он как раз получил премию имени Сабира Мамытбаева, имени Габдуллы Тукая. Потом он вот не только Юнуса Аминова, у него очень много было молодых. Он находил вот в деревнях, когда гастролировали, он
с нашими артистами не гастролировал. Но время от времени, даже инкогнито, он навещал. Прямо во время спектакля тихонечко приходил, смотрел спектакль. Если что-то в спектакле немножечко нарушилось, как его постановка, он, конечно, тут такой головомойку устраивал, даже требовал, чтобы его фамилию с афиши сняли, что он не это ставил, а вы вот такое-то поставили. Ну, короче, и вот этот спектакль, когда вот наша как раз, я начала сумбурный свой рассказ, они показали спектакль, а деревенские в таком восторге были, они вообще не хотели их отпускать со сцены. Они аплодировали, потому что действительно вот он и артистов-то подбирал таких, которые эмоционально богаты были. И частенько он сам их выращивал. Но были и такие, которые с образованием были, а эти, кто с образованием, например, моя мама Рабига Шакирова, она была с образованием. Она частенько была его ассистентом во время постановки спектаклей. И таких людей было достаточно. Хадича Пасалимова была с незаконченным, правда, образованием, но все равно они были мощные актеры, имеющие большой опыт. Показали этот спектакль в этой деревне, которую я много раз пыталась рассказать. И они в восторге. Потом уже председатель, когда после того, как полчаса аплодировали, не отпускали их со сцены, председатель колхоза вскочил и кричит: «Кичубай, с мясом квиты, бесплатно вам!» Вот даже такие случаи. Но это с мясом, там еще много продуктов было. И они так вот и ездили. И с собой детей возили, даже в зимнее время иногда возили. Но потом уже, когда дети чуть-чуть подрастали, им находили, приезжали родственники, жили с детьми. Мы всю жизнь с маминой сестрой старшей провели, с тетей. А родители постоянно были на гастролях, постоянно. Они из 365 дней в году 260, наверное, и были, потому что там еще минус, значит, после приездов несколько дней отдыха, чтобы по другому маршруту поехать, несколько, а еще во время летом отгуливали, потом пока расчет на отпускные шел, потом отпуск там 4 недели, и вот постоянно ездили. Фактически вот дети артистов вырастали без своих родителей. Но, вот как ни странно, все стали хорошими людьми. Вот что удивительно. Это, наверное, заслуга вот этих общественных организаций тоже. Потому что и мы и пионерами были, мы и комсомольцами были. И нас как-то так на это настраивали. Мы там полностью в своей школе жили. И в школе нам интересно было, потому что со всей душой учителя с нами занимались. Мне так вот помнится. Очень потом уже со временем и транспорт приобрели, и на грузовике только возили декорации, а людей возили артистов в автобусах. Условия менялись. Но вот после войны, конечно, вот тут у меня взгляд упал на фотографию, где на быках ездили. Это 49-й год, в апреле 49-го года. То есть после войны, а ведь перед войной, перед самой войной, в 1939 году, был смотр колхозно-совхозных театров, всесоюзный. То есть там участвовали не только Россия, но Азербайджан и все остальные союзные республики, Узбекистан, все прочие. Так вот, на этом смотре показали 2 спектакля и получили 1-е место. Вот за это были награждены машины, полуторкой. Вот. Но эта полуторка недолго нам служила, нашему театру. Ее забрали сразу на войну в 1941 году, эту полуторку. Также и
лошадей вот забирали на войну, ведь такое время было, сплошная мобилизация всего народа и всего, что было, могло помочь выиграть войну. Вот. И они, когда уже вернулись, вот даже в 49-м году ездили на быках. Быки запрягали, председатель колхоза давал быков, несколько, ну, обоз такой. На них грузили декорации. Декорации были в основном не такие громоздкие и сложные, потому что мы же передвижной театр. Возили декорации на быках и детей. Когда вот летние гастроли, вот тут на фотографии, кстати, есть вот один ребенок. Вот сбоку. Постоянно так вот с собой возили. Но потом уж, когда они в школу пошли, то возить невозможно было, то уж всяких нянек. Нам повезло, мамина сестра после пропажи без вести ее мужа, она жила с нами. И вот она за нами смотрела. Пик популярности, я думаю, это были 50-е годы. Вот, к сожалению, про 62-й половину 60-х я ничего не могу сказать, поскольку я в это время уехала учиться, ну, в Москву по строительству. Я не пошла. У нас многие дети артистов не пошли в артисты, потому что видели, как это колхозно-совхозный театр, в какое положение дети находятся. Поэтому про 60-е годы я скажу только про первую половину. Ну и когда уже сюда вернулся. Вот когда я сюда вернулась, и это уже был 93-й, сначала я в другом месте работала, а потом в 94-м меня директор Шаймардан Мухрович Шахович пригласил в театр в качестве, поскольку у меня строительное образование, а в это время шла реконструкция театра, он пригласил меня в качестве замдиректора по строительству. И я участвовала, я не участвовала в строительстве, я как была представитель театра тут в основном работал автозавод «Строй», у автозавода «Строй» очень свои специалисты высокого класса, и строили они, мы подписывали, просто подписывали и смотрели за ходом строительства. И вот в это время, потом уже, когда строительство закончилось, меня взяли в завмузей театра, вот тут мы начали строить, находить всякие материалы и все прочее, и начали оформлять вот этот музей, стали показывать историю театра, находить. Вот в это время как раз я списалась со многими моими подружками, у которых родители были артистами. Они мне из своих семейных архивов интересные фотографии давали. Все это мы себе перепечатывали и все такое. Вот таким способом. Случаев было достаточно. Особенно у нас артистка, она так хорошо сыграла «Кора чечеклерден» отрицательную. Она сыграла дочь хана. Афганистанский это сюжет в Афгане. Дочь хана сыграла. И она так, видимо, внушила, что она вот такой плохой человек. Ее долгие годы, мы, наверное, по ее звали, Нина Маджанова. Ее долгие годы вот при встрече даже вслед ей плевались. Считали, что это она, именно, а не кого-то она сыграла. Вот что она сама такая. Были такие случаи. Положительные роли. Вот, по-моему, у нее такой амплуа было, что она постоянно каких-то отрицательных людей играла. Вот, не знаю, вот как-то в положительных ролях. Да, были. В положительных ролях она тоже играла. Бринчи Махаббет. Вот Бринчи Махаббет. Тоже Юнус Аминов. Юнус Аминов, Бринчи Махаббет, она там учительницу сыграла. Очень порядочную, хорошую женщину. Видимо, какие-то моменты реабилитации ее были по отношению к ней. Ну, со временем, конечно, 80-е, 90-е какие-то годы, 90-е тяжелые годы,
нулевые. Люди, конечно, уже по-другому, не такие наивные были, как 50-е, 60-е, тем более 30-е. В 30-х годах вообще, вот вспоминает у нас Нурепа Гизатуллина, вспоминает она у самого основания театра. Многие наши, кто были у истоков театра, они вспоминают, как они первые спектакли, когда ездили, председатель колхоза садился на стуле у края сцены лицом к залу с длинным таким, длинной палкой. И этих вот, кто особо ретиво так это вступал в ругачку с отрицательным персонажем, он его по голове тюкал и говорил: «Ахмутовый, это же не настоящий, это же спектакль только, успокойся». Вот так было, так приучали зрителей к спектаклям. Это в 30-е годы так было, когда только-только начинали приучать людей к таким приобщению к искусству. Было такое. 50-е годы, вы знаете, я считаю, все-таки это расцвет театра, как раз когда и в Москву нас взяли с собой. Декада татарского, не только татарского, любого национального искусства и литературы в Москве бывали ведь во всех республиках, все республики приглашали на такие декады. А наш Татарстан, Татария тогда называла, наша Татария повезла, даже колхозно-совхозный театр на таком уровне был театр, что вместе с Камаловским, вместе с оперным театром, вместе с симфоническим оркестром и всеми прочими, и Мензелинский колхозно-совхозный театр наряду поехал. Так что и они знаете, такую любовь завоевали, вот Мензелинский театр. Они в театре Ленинского комсомола, этот театр находится прямо в центре города, на метро Пушкинская, вот совсем в центре находится. И вот там они выступали со спектаклями Галия Бану и Язылмаган законнар выступали. И знаете, народ так полюбил, вот эти два спектакля в течение недели показывали. И народ так полюбил эти спектакли, что люди стояли от метро до самого театра, это метров 300, и просили лишние билетики. Всем хотелось попасть на наш спектакль, на любой из наших спектаклей. И люди говорили, что это лучшее, что мы... Но это, видимо, татары очень соскучились по языку, по своим спектаклям. Ну, правда, и другие театры приезжали, татарские, в Москву. Но наш театр особенно полюбили. И настолько полюбили, что даже просили, правительство Москвы просили, чтобы Мензелинский театр, написали большую петицию, чтобы Мензелинский театр остался в Москве жить. Но такое решение не было принято, дали деньги на жилой дом Мензелинский. И вот после того, как гастроли прошли и деньги были выданы, в Мензелинске построили жилой дом для артистов. Сабир Амутбаев переехал в Альметьевский театр, и главным режиссером стал у нас Мулланур Абы Мустафин. Времена Мулланура Абы Мустафина я, к сожалению, не могу... Это тоже талантливый человек, тоже выпускник московского ГИТИСа, как и Сабир Амутбаев. Очень талантливый, очень интересный человек. Но я как раз в это время, когда Сабир Абы уехала из Мензелинска, я тоже уехала. Я поступила уже в институт. И я не застала эти времена. Потом позже вернулась только 27 лет спустя, когда уже Роберт Шаймардан был. Достойный, очень достойный уровень. Я очень люблю наших артистов. Особенно я подчеркнула все-таки Хафиза Хаматуллина. Я считаю, это очень большой актер. И
в последнее время я не наблюдаю за его творчеством, просто я немножечко отошла от театра в последние годы. Но это очень глубокий, очень интересный, очень содержательный, очень такой... и юмора в нем достаточно, и глубины в нем достаточно. И есть у нас такие артисты, есть. Венера Нигматуллина, вот она тоже интересный актер. Из молодых вот артистов, вот Чулпан. Чулпан у нас очень сильная артистка. И вот в Тбилиси у нас очень хорошо Рустам Зинуров, да, Рустам Зинуров. Он тоже интересный, он так умеет перевоплощаться, он такие интересные находки у него есть. Это очень интересно. Я вот перечислять даже боюсь, понимаете? И у нас много хороших, молодых и старшее поколение. И, наверное, если вот так вот посмотрят и скажут, а почему же меня не перечислили? Есть такие актеры, которые очень даже достойны, и есть очень много. Но в данное время, вот видите, уже с памятью плоховато у меня. Я, конечно же, желаю театру процветания, хороших гастролей, хороших находок. И чтобы артисты у нас были как-то замечены, кто остался незамеченным. Как-то вот, чтобы они росли все, чтобы они все получали какие-то удовольствия от своих работ. Вот так я думаю.